В Инте, как и во многих городах и регионах страны, отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Ежедневно за медицинской помощью обращаются как взрослые, так и дети. В некоторых образовательных учреждениях Республики Коми приостановлен учебный и воспитательный процесс. Медики советуют при появлении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Наступила осень, начались проливные дожди и холодные ветра. Повысилась опасность заболеть гриппом, ОРЗ и прочими простудными заболеваниями. Начался рост заболеваемости, это абсолютно предполагаемый рост заболеваемости. Осенне-зимний период, влечет за собой рост заболеваемости. И заболеваемость у нас начала расти, увеличиваться у определенной возрастной категории населения. Это дети, подростки, это школьники 7-14 лет. И мы видим, что по сравнению с началом сентября и на сегодняшний день за 3 недели рост заболеваемости у нас в 3 раза регистрируется. Ежегодная профилактическая вакцинация против гриппа стартовала в Инте в начале сентября и сейчас активно набирает обороты. Противогриппозной вакциной в достатке обеспечены прививочные кабинеты поликлиники номер 1 и детской поликлиники, а также медицинские кабинеты школ и детских садов. Мы в достаточном количестве получили вакцину как для детей, так и для взрослых. Для детей у нас применяется вакцина Ultrix Quadri, одна из современнейших эффективных вакцин. Для взрослых мы тоже имеем эту вакцину Ultrix Quadri. У нее есть единственное ограничение возрастное. Она применяется для взрослых до 60 лет. После 60 лет мы применяем вакцину Sovigripp. Она тоже эффективная, она зарекомендовала себя очень хорошо уже на протяжении многих лет. Мы ею работаем, и мы видим результат применения этой вакцины. Вакцина есть в достаточном количестве, и мы будем еще получать ее в дальнейшем. То есть мы получили только 3-ю часть. В состав вакцин Ultrix Quadri и Sovigripp включены штаммы, актуальные для предстоящего сезона. Вакцинация переносится легко, без ярко выраженных местных и общих реакций. Обследоваться перед вакцинацией не нужно вообще никогда, ни перед какой вакцинацией. Это пережиток прошлого, нет необходимости ни в каких обследованиях, тем более углубленных, как некоторые хотят обследоваться просто вплоть до КТ, МРТ. Нет, конечно, такой необходимости нет. Достаточно чувствовать себя хорошо и иметь нормальную температуру. Противопоказаний к вакцинации против гриппа совсем немного. Постоянное противопоказание – это тяжелая аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина. Временные – обострение хронических заболеваний или острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, например, ОРВИ. Многие привыкли к тому, что после перенесенного заболевания медицинский отвод дается очень сильно продолжительный, месяц, например. Нет, сейчас такого нет. Сразу после выздоровления, если это была банальная ОРВИ или банальная кишечная инфекция, которая не сопровождалась никакими осложнениями, если это не пневмония, не какое-то сложное тяжелое заболевание, тогда медотводов не существует. По клиническому выздоровлению разрешена вакцинация. Ну а если заболевание было очень серьезным, тяжело и продолжительно протекало, тогда действительно дается медицинский отвод, но они тоже не продолжительные, от 7 до 30 дней. Медики напоминают, что привиться против гриппа необходимо в осенний период, уже сейчас, перед началом эпидемического подъема, так как иммунитет формируется в течение нескольких недель после прививки. По желанию в один день можно привиться и от гриппа, и от коронавируса. С каждым годом мы отмечаем, что все большее и большее количество людей откликается на наши призывы к вакцинации. И многие люди действительно уже убедились, что это очень эффективное мероприятие. Это бесплатное мероприятие, эффективное. И действительно самый эффективный способ не болеть – это профилактика. Это вакцинация. Поэтому я, конечно, призываю население приходить и вакцинироваться, но и благодарю население за то, что они такую гражданскую ответственность проявляют. С каждым годом эта ответственность все увеличивается и увеличивается, и нам это приятно.
Помимо стандартной вакцинации на базе поликлиник, как и в прошлом году, прививочные бригады будут проводить выездную вакцинацию против гриппа и коронавируса на предприятиях и в учреждениях Инты. Мы предлагаем работодателям делать заявочки на визит наш в организации, и мы придем. У нас сформированы медицинские бригады, которые имеют возможности выезжать, выходить в организации. И по заявке мы будем работать, как составить заявку. Тоже никаких сложностей нет. Можно несколькими способами с нами связаться. Либо по телефону 65105, это мой служебный телефон. Это первый способ. Мы с вами согласуем по телефону дату, время удобное для вас и для нас, и отправим к вам прививочную бригаду. Второй способ – написать в сообщение нашей группы, которая ВКонтакте, Интинская ЦГБ. Если это удобно, то, пожалуйста, пишите в сообщение группы, мы отреагируем на ваше обращение и согласуем тоже дату удобную визита. Медики рекомендуют интинцам, предприятиям и организациям города поторопиться и защитить себя, своих детей, родных и сотрудников от коварной болезни.